Что общего между корейской дорамой и якутским фильмом? На первый взгляд абсолютно ничего. Но «Мой парень Айдол» — это не просто романтическая история, это диалог культуры, метаирония и блестящий пример интертекстуальности. Интертекстуальность – это когда фильм говорит с другими фильмами, жанрами и культурными кодами. Он цитирует, пародирует, переосмысляет их и создает новые смыслы. Например, Тарантин делал это с боевиками 70-х, а в «Ла Ла Ленд» с классическими мюзиклами. Теперь это делает Якутия с корейскими дорамами. Так о чем же фильм? Главная героиня Айта в детстве обожала дорамы и мечтала о любви, как в сериалах. И через 10 лет ее мечта буквально начинает сбываться. В жизнь приходит парень, как будто сошедший с экрана, к тому же которого зовут Джу Лус Ха. Но реальность оказывается сложнее. За глянцевой мечтой скрывается вопрос, что из этого настоящее, а что просто сценарий. И это не просто история любви, а осмысление того, как массовая культура формирует наши ожидания. Во-вторых, он иронизирует над ними. Персонажи осознают, что живут как будто по заранее записанному сценарию. И в-третьих, он переносит эстетику корейского сериала в якутскую реальность, создавая столкновение культур. И это главное. Фильм показывает, как глобальные образы любви перетекают в локальную культуру. И получается метауровень, дорама внутри якутской жизни, мечта внутри реальности. Интертекстуальность здесь – это не просто игра в цитаты. Это способ рассказать о столкновении мечты и правды, о культурной зависимости и поиске собственного голоса. «Мой парень Айдол» – это история о том, как кино само осознает, что оно кино. И делает это с иронией, теплотой и юмором. Поэтому, если вы думаете, что это просто романтическая комедия, пересмотрите. Это кино, которое разговаривает с другими фильмами и с другими культурами. И, может быть, с вашими собственными мечтами. И с вами была Даина. Я говорю просто о кино. Всем пока.